Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! В эфире еженедельная программа «Лезги Хабара» – «Лезгинские новости». С вами Селика Рамазанова. Самый лучший месяц в году, месяц милости и покаяния, подошел к концу. И мы поздравляем мусульман с праздником Ид-аль-Фитр. Ид-аль-Фитр – это подведение итогов ушедшего месяца, когда для каждого мусульманина предоставлялась возможность усовершенствовать себя посредством соблюдения поста, совершения благих деяний, приобретения религиозных знаний и большего стремления к благочестию. Пусть ваш пост будет принят Аллахом, и пусть дарует Создатель возможность встретить нам следующий Рамадан. А теперь перейдем к новостям. Передает РИА Дагестан, в Дербенте за счет частных инвестиций намерен открыть культурный центр Шар-Вели, сообщили в администрации города. По словам источника, одной из задач центра является создание Лезгинской национальной библиотеки, в том числе и электронной. В настоящее время идут ремонтные работы в здании, купленном для этих целей. Приобретается мебель, оргтехника и другое необходимое оборудование. Инициатором данного проекта выступил глава Дербента имам Яралиев. Официальный сайт администрации Ахтынского района сообщает, что с 1 по 2 августа в райцентре Ахты пройдет первый международный чемпионат по фрирану, паркуру в России «Шар-Вели Фриранинг Чемпионшип». В мероприятии примут участие 16 атлетов, в том числе 4 из-за рубежа. Призовой фонд составляет $10 тысяч, части которого достанутся 3 победителям чемпионата. While I shot your mind, I'm Dirty D, and I know that you just love my flow. Cause when I listen, then I'm all about the liquor store. You can even hear me coming from a mile away. I said, excuse me, baby, but I'm not here to stay. Good shit, buddy. Yeah. Come on. What? I pop the bottle like I'm right on time. And when I'm chilling in the club, I gotta get what's mine. It's only been 2 minutes. В районах Южного Дагестана и Новом Куруше прошла неделя ифтаров, организованная Федеральной Лезгинской национально-культурной автономией, сообщает официальный сайт организации. Благотворительные ифтары прошли в Ахтынском, Рутульском, Докуспаринском, Курахском, Магарамхюрском, Сулейман-Стальском, Хивском, Агульском, Табасаранском районах и в селе Новый Куруш Хасавюртовского района. На всех мероприятиях присутствовали представители различных слоев населения района, от молодежи до убеленных сединами аксакалов, представители интеллигенции, религиозные деятели, а также работники районных отделов культуры. На большей части ифтаров присутствовали и общались с земляками вице-президент ФЛНК Руслан Курбанов и куратор молодежного департамента ФЛНК в Дагестане Магомед Алиев, а также представители автономии в районах Юждага. Популярный сервис онлайн-бронирования Octogo.ru составил рейтинг курортов по данным бронирования поездок россиянами на лето 2014 года. Примечательно, что 5-е место среди 10 популярнейших мест в рейтинге занял город Худат Хачмазского района Азербайджанской республики. По данным сервиса, в рейтинг вошли те места для летнего отдыха, где недельное пребывание, включая проживание, питание и экскурсии, обойдется в сумму до 25 тысяч российских рублей и расположенные не более чем в 3 часах езды от столиц соответствующих государств. Худат со знаменитыми пляжами на Бране расположился между абхазскими Гагарами и латвийской Юрмалой, опередив последнюю. А сейчас наша постоянная рубрика «Лезгич Алал» на лезгинском языке. Ахтех район дин сайтин малумат рюкурвал, ала тайкиш юкус ахтеха дагустандин конституцияден якав унвай шахматрин турнир элефена. Турнир диквири районда каткас уртахтер. И мерекат ахтехрин жихилрин парламентин возрождения туар алай фондих галас санал тишкил авуртер. Садлагай Чкай Сиражудин Хашумова, Кайдлагай Алирзай Ризаева, Пудлагай Фаридин Ахмедбекова Куна, Апурус дипломарни Багишагана. Переходим к новостям спорта.
28 июля лезгинский дзюдоист Ринат Саидов с еще 4 спортсменами из России сражался за медали на открытом Кубке Азии, проходящем в китайском Тайбэе. Уверенно победив 2 спортсменов из Кореи и 1 из Тайваня, Ринат заслуженно завоевал золотую медаль. Поздравляем Рината с 3 чистыми победами в 3 схватках, 2 из которых не затянулись дольше 25 секунд. И это в весовой категории свыше 100 килограммов. Надеемся, что этот турнир послужит хорошей подготовкой к предстоящему в августе чемпионату мира в Челябинске. Дети – это наше будущее, а детский футбол – это незаменимая составляющая здорового развития сборной. Под таким девизом строит свою новую кадровую политику футбольный клуб «Шахдаг» из города Кусары. По информации с официальной страницы клуба в соцсети Facebook, несколько лет назад футбольный клуб «Шахдаг» состоял только лишь из основной команды. Но сменилось руководство, и сейчас можно смело говорить о шахдагской школе в Азербайджане. Под чутким руководством президента Шахдага Аристуна Нефтиева футбол в Кусарах стал развиваться. Несмотря на отсутствие футбольной инфраструктуры, Шахдаг делает все для развития детского футбола. Уже 2-й год воспитанники Шахдага принимают участие в летней школе под руководством тренеров Манчестер Юнайтед. Если в прошлом году в Манчестер отправился Зейнаддин Абдурахманов, то лучшим в этом году стал Дурахан Давлетханов. Будем надеяться, что выбранный курс позволит Шахдагу пробиться в высший дивизион чемпионата Азербайджана и со временем достичь весомых результатов. С 25 по 26 июля 2014 года в Москве прошел международный турнир по армспорту А1 Russian Open, который собрал сильнейших рукоборцев со всего мира. В нем приняли участие и спортсмены из Южного Дагестана: Халиков Магомедвели из Махачкалы, Кичебеков Рамидин из Филя, Шахсенов Вазир и Алискендаров Эльдар из Габцаха и Рамазанов Гасанбек из Кураха. Удачным этот турнир стал только для воспитанника гагазского филиала Ахтынской ДЮСШ номер 2 Эльдара Алискендарова, который занял 1-е место в весовой категории до 100 килограммов, с чем мы его и поздравляем. Напомним, что Эльдар в этом году выиграл первенство России по армспорту в Екатеринбурге и 14 сентября 2014 года в составе юношеской сборной России примет участие в первенстве мира по армспорту в Литве. На этом наш выпуск завершен. Всего вам хорошего. Ассаламу алейкум.